Я педагог английского и французского языков. Но так получилось, что закончила институт. У меня были другие планы, когда я поступала, но закончила я уже в статусе жены с 2 детьми. Последние 6 лет я занимаюсь полностью детьми и своим творчеством. Когда дети немного повзрослели, появилось какое-то желание стать им примером. Вот особенно было важно для меня показать, что учиться нужно всегда, развиваться, чтобы у них возникло желание развиваться в любом направлении. И поэтому я искала, чем бы заняться. И, конечно, меня очень привлекало то, что можно делать руками, во что можно вложить душу. При встрече с Нярочкой Меметовой она показала мне изделия валенные в интернете. Конечно, я не думала, что у меня что-то может получиться, даже не надеялась, но решила попробовать. Мы вместе начали постепенно развиваться, все-таки вдвоем интересней. И стимулируя друг друга, мы стали учиться дальше. И когда, конечно, у меня получилось из этого облака шерсти какой-то лоскуточек уже сваленный, цельное полотно, я была настолько счастлива, что даже не могла уснуть. Первое изделие мы сделали вместе, сумочку. Да-да. Я до сих пор ее ношу. А потом мы стали обучаться онлайн. Так как у меня трое детей, я не могу уехать куда-то обучаться. Но в основном это вебинары, онлайн-уроки. И также был мастер-класс, на котором я впервые платье должна была свалять. И, конечно, очень был смешной такой курьезный момент был, когда мастер-класс длился 12 часов. Я так старалась, и за счет этого мышцы были в тонусе. Представьте, 12 часов над столом раскладывать, вроде бы они легкие шерстинки, но напряжение в теле было. И после мастер-класса в 9 часов вечера, я помню, вышла в полусогнутом состоянии, и 3 дня не могла выпрямиться, но все заметили, что глаза стали еще ярче сиять. Значит, я поняла, что это именно то, что мне нравится. Оказывается, если есть желание огромное, то можно научиться чему угодно. И постепенно я стала делать сначала маленькие изделия, брошки, цветочки, потом сумочки, потом жилеты, пальто. И сейчас уже интерьерный войлок также делаю. Когда я попробовала войлок, я поняла его многогранность, то, что можно сделать и тонкий, и плотный, и пластичный. Но самое, что больше всего мне понравилось, это то, что можно сделать изделие бесшовным. Вначале мне это казалось, как это невозможно, как без иголки, нитки и швейной машинки сделать изделие. Но оказывается, можно. Можно, и мне это так и интересовало, именно как этого достичь. И поэтому теперь делаю изделия, которые абсолютно бесшовные. У нас ассоциируется войлок с валенками, да, обычно плотные, то, что очень жесткое, а мне нравится тонкий все-таки войлок. Тонкий и также фактурный, с какими-то рельефами необычными. Для этого я использую специальные волокна, льна, крапивы, бамбука волокна. Они придают фактурность. Это мой мирок, да, в котором мне нравится находиться. Но работать в основном, конечно, я люблю ночью. Ночью уже я могу сконцентрироваться и спокойно, меня никто не отвлекает, работать. Конечно, больше мне нравится одежду делать и интерьер, но даже если интерьерное панно, то оно должно быть тоненькое, не грубое, что-то такое очень легкое, воздушное. Чем больше мы умеем в этой жизни, тем интереснее нам жить, мне так кажется. Сначала перед каждой работой я делаю образцы, обязательно. Небольшой образец, но делаю, потому что с тем материалом, с которым я буду работать. Чтобы посмотреть коэффициент усадки, посчитать, чтобы посмотреть, как эти волокна в конечном результате будут смотреться. В работе я использую шерсть, волокна и мыло и вода, самое главное. Нужна щелочная среда для того, чтобы, когда я мылом поливаю, в щелочной среде эти волокна, чешуйки, они раскрываются, как в рекламе есть, шампунь рекламирует, раскрывается.
И потом во время трения происходит сцепление. Они сцепляются и образуют уже... Но очень важно правильную раскладку сделать, потому что она усаживается вдоль волокна. Вдоль. И поэтому надо знать, менять направление, знать, где, в какое направление, чтобы платье сидело красиво. После того, как все это разложила, все смочила, начинаю уваливать, катать. Там много способов. Можно катать, если тонкое изделие, лучше катать. Если это что-то плотное, то можно подбрасывать немножко. Уваливаю до тех пор, пока я вижу, что полотно готово. И в конце уже завершающий этап, уже если это платье, там какие-то работы, где-то тесьму пришить, это тоже все ручную пришиваю. 100% ручная работа. Я крашу красителями, которые тоже покупаю в интернет-магазине. Это химические красители, но хорошего качества. Вот в будущем есть огромное желание, конечно, перейти уже на другой уровень и красить именно растениями. Это вот я об этом мечтаю. С каждым годом, чем старше я становлюсь, тем больше вот тянет к истокам. Очень хочу создать все-таки одежду с крымско-татарским орнаментом, чтобы можно было носить каждый день эту одежду. Для этого надо продолжать изучать, как можно использовать орнамент в одежде. Хочется изучать истоки, орнамент. Вот даже я помню, в детстве у нас, где я спала с сестрой, в комнате был сундук, где Виташка моя хранила какие-то очень важные для нее вещи. Мы не придавали значения тогда, знаете. Я видела, что-то она перекладывает, там какие-то полотенчики, что-то вышитые марама. Я думала, там цветочки нарисованы, знаете, как от незнания. Но сейчас понимаю, насколько для нее это было ценно и важно. И, конечно, вот очень хочется посмотреть заново на эти все изделия и прочитать, что на них изображено, и прочитать правильно эти изделия, уже зная язык крымско-татарского орнамента.